Губящая алчность, беспринципная трусость, шокирующее вероломство, безответная любовь и пылкая страсть – одновременно буря таких эмоций может окружать только в одном случае – если мы смотрим фильм или спектакль. Это зрелище нас притягивает и поглощает. Но разве вы ни разу не задумывались, как устроен мир по ту сторону сцены? Кто и как примеряет на себя образы, чтобы брать за живое и будоражить воображение публики? В эфире телепроект «Без масок». Этим вечером казахский драматический театр имени Шанина в Шымкенте отметится большой премьерой. Его репертуар пополнится постановкой по пьесе Флорида Булякова «Выходили бабки замуж». В сценическом исполнении на южных подмостках произведение зовется «Ищущие счастье горемыки», отчасти затея Саи Касымбек, режиссера спектакля. Это пьеса башкирского драматурга Булякова про дом престарелых. Оказывается, по количеству в СНГ, где это мусульманских республик, наш Казахстан на первом месте, оказывается, по количеству дом престарелых. Это же ужасающий факт. Я так подумала, изучала и думаю, при чем тут государство? Главная беда в том, что мы, свои же дети, своих родителей сдаем в дом престарелых. То есть вы сюжетную линию поменяли? Поменяла. Именно что дети сдают. Не государство отбирает у них ничего. Наоборот, государство, если бы не государство, они бы под забором остались. Ну а что ждете вообще от постановки? Собственно, какой реакции зрителей? Я жду от зрителей, чтобы они задумались. Чтобы они поняли эту боль. Тех стариков, которые содержатся в золотой клетке, чем они плачут, чем они дышат, чем у них душа кровью плачут. Вот это хочу, чтобы они поняли. Премьера не за горами, быть может, мы успеем и репетиции посмотреть. У меня там артисты ждут, так что можете посмотреть. У нас как раз перед переменой прогоны. Это тоже беспощадный момент. Ну, сами посмотрите. Лучше посмотреть. Сюжет постановки закручивается вокруг 5 персонажей. В доме престарелых живут 4 женщины. Среди них и пожилая актриса, которая в молодости, боясь испортить фигуру и остаться без ярких ролей, так и не решилась на рождение ребенка и в старости осталась совсем одна. Другая же горемыка в исполнении Газизы Хасеновой, напротив, имела полную семью, но от такого удара судьбы увернуться не смогла. Вот моя женщина, это женщина, которая всю жизнь проработала в колхозе. Она была доярка, она ничего хорошего не видела. У нее есть дети, у нее муж умер. Она от мужа побои только терпела. Все идет своим давно установленным чередом. Ничто, казалось бы, не нарушит ход вещей. Но в судьбу четверки врывается Абдулла, мужчина преклонных лет. Его роль исполняет деятель культуры Мукан Шакиров. В этом заведении он оказался из гуманных целей – поддержать, так сказать, подбодрить. Подруги видят в старике надежду. Он для них как глоток воздуха под водой. Женщины, которые здесь живут, все-таки хотят на волю вырваться, все-таки хотят теплоту какой-то, домашний очаг, уют. И вот они к этому, старик приходит, они к этому старику цепляются, они хотят вместе с ним уйти. Весь трагизм сюжета скрывается в том, что старик, которого женщины принимают как спасение, и сам не ожидает, как получает от близких нож в спину. Воспользовавшись моментом, дети отнимают у бедолаги квартиру, устраивают его в дом престарелых. Здесь присутствуют элементы как трагедии, так и комедии. И в этом заключается самое сложное. Комедию играть очень тяжело. К любому эпизоду относишься ответственно. Есть такое правило: не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры. Поэтому это большая роль и серьезный образ. Но как пережить на сцене то, с чем в реальной жизни не сталкивался? И сделать это так, чтобы зритель поверил. А что вам помогает переживать какие-то эмоции? Помогает или как вы это делаете, как вы переживаете внутри, чтобы показать это зрителю? Вам сначала нужно смеяться, потом плакать, и это все может быть прям полярно рядом где-то. Да, это, засмеяться, это, по мне кажется, легче, чем заплакать. Вот, допустим, если я какую-то роль играю, я вот сейчас могу вспомнить свою отца своего, которого нету, или мать. И вот это вот где-то у меня там сознание-то идет, и я вспоминаю. И могу это здесь, на сцене, это повторить.
А потом тут же засмеяться, и все прекрасно, хорошо. У меня нормальная жизнь. Дети, муж, все нормально, хорошо. Артисты считают, что вжиться в роль и передать ее зрителю, конечно, большое искусство. Но оставить образ в стенах театра, не перенося его в реальную жизнь, исключительно важное умение для актера. В жизни и дома нельзя быть актерами. Мы актеры только на сцене. Конечно, так как мы являемся творческими людьми, это все присутствует в нашей реальной жизни. Про себя мы повторяем слова, обдумываем образы, но в жизни и дома мы простые люди, как и вы. Под занавес спектакля режиссер не делает компромиссных решений, не допускает разнотолков и многозначительности. Разбитый горем Абдулла склоняется к земле. В зале гаснет свет, как и угасает жизнь персонажа. Момент истины, финальный прогон спектакля перед тем, как он выйдет в свое первое плавание. Любые ошибки и недочеты нужно исправлять именно здесь и сейчас, иначе через несколько часов зал набьется зрителями, главными критиками для артистов. Не будем отвлекать актеров и пожелаем им удачи.